Около 30 предпринимателей, специалистов из разных областей, а также министр промышленности и торговли Чешской Республики Марта Новакова прибыли в Бишкек на 6-й Чешский форум для того, чтобы укрепить взаимоотношения в сфере промышленности, а также бизнеса. Впрочем, отношения между бывшей постсоветской страной и Кыргызстаном не особо отличались своей динамикой. Однако теперь есть надежда, считают отечественные предприниматели, так как в рамках форума были подписаны ряд документов, которые предположительно укрепят и улучшат международное сотрудничество. Я думаю, самой главной составляющей частью этого договора является создание постоянно действующей рабочей группы, которая будет возглавлять 2 заместителя министра, которая будет на постоянной основе прорабатывать вопросы экономического взаимодействия, в частности, вопросы увеличения двусторонней торговли и инвестиционной привлекательности. Ну, второй документ, мы его достаточно давно уже прорабатываем, это хорошая практика с теми странами, с которыми мы имеем большие экономические взаимоотношения, большой товарооборот. Мы обычно такие договора заключаем. Это договор об избежании двойного налогообложения. На сегодняшний день в Праге уже как год существует инвестиционная кампания наших соотечественников по привлечению в Кыргызстан бизнес-проектов, а также специалистов в сфере машиностроения и не только. По словам директора компании, в Чехии созданы все благоприятные условия для введения бизнеса. Мы в Чехии находимся порядка 1 года. Наша цель – как можно больше привлечь инвестиции в Кыргызстан. Для этого в этой республике есть все финансовые инструменты. В этом году мы планируем привлечь инвестиции на сумму от 20 до 50 миллионов. Кроме этого, там очень развит как малый, так и средний бизнес. И мы считаем, что эти предприятия вполне могут сотрудничать с нашими бизнесменами. Кроме финансовых инвестиций, мы занимаемся привлечением узких специалистов из разных областей в Кыргызстан, которые могли бы обучить наших граждан, в том числе машиностроению. По мнению самих чехов, Кыргызстан для них может стать окном в страны ЕАЭС по экспорту товаров, а также благоприятной территорией для бизнес-проектов, в частности, в сфере логистики, энергетики, горнодобывающей промышленности, IT-технологий и не только. Вы сте určitě слышали на прояв. Мы считаем, что благодаря подписанным договорам наши международные отношения только улучшатся, а именно упростится система заключения договоров между обеими странами. В Чехии на самом деле сложная юридическая процедура при инвестировании какого-либо проекта. Надеемся, что сегодняшний форум даст толчок для разрешения данной ситуации, и мы сможем выйти на новый уровень экономических и инвестиционных сферах. Как стало известно, в ходе форума у Чехии всегда открытые двери для кыргызстанских предпринимателей. И в связи с этим наши бизнесмены при строительстве отеля в Бишкеке переняли их опыт, а именно приобрели у чехов панели, которые обеспечивают горячее водоснабжение за счет солнечной электроэнергии. Очень энергоэффективные зеленые технологии, современные. Полностью управление можно вести через просто обычный телефон, через смартфон. Но мы очень довольны качеством, ценой, поэтому я вижу, что очень многие другие продукции заходят сегодня на рынок. Есть огромный потенциал, куда можно только развиваться, и сегодняшний бизнес-форум, я думаю, будет стимулом для того, чтобы наши предприниматели совместно работали и продвигали взаимную интеграцию. В целом же Чехия для Кыргызстана может стать также хабом или же окном в европейские страны при экспорте продукции, а также мы могли бы приглашать их специалистов при организации какой-либо промышленности в нашей республике. Вопрос нужно решать либо привлечением персонала из-за предела страны в чешскую, либо вывозить, скажем, промышленность уже в эти страны. Я думаю, что в этом отношении мы могли бы с ними сотрудничать, как Кыргызстан, да? Не вывозить наших работников, а больше приглашать их производителей в нашу страну, а здесь организовывать для них условия, инфраструктуру для них, да, и чтобы они организовывали промышленность производства в нашей стране. Однако, как уверяют специалисты, для того, чтобы инвесторы были более заинтересованы в нашей стране, прежде всего должна быть как экономическая, так и политическая стабильность. А из-за частой смены премьер-министров инвесторы могут выбрать в качестве партнера другое государство. Аида Матбекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.